Добрый вечер, это Якутия день за днем. Рассказываем о главных событиях в Большой Республике и за ее пределами. Я Александр Лысак. Смотрите сегодня. Без рекорда, но с главными ответами в Москве прошла большая пресс-конференция Владимира Путина. Президент России ответил на вопросы полусотни журналистов. Главное для якутян. Путин ответил про строительство моста через Лену. Крымский мост стал символом возвращения Крыма на родину. Мост через реку Лену может стать символом освоения азиатской части территории Российской Федерации. Послание каждому жителю Якутии глава региона Айсен Николаев определил цели на ближайший год. Нужно развивать сельское хозяйство, промышленность, образование, при этом без споров и конфликтов. Когда общество разъединено, когда оно не имеет единых консолидирующих целей, ему гораздо труднее двигаться вперед. Избирательная история завершилась. В Приморье смогли с третьего раза выбрать губернатора. Им стал Олег Кожемяка, до этого руководивший 3 дальневосточными регионами. Работать и еще раз работать. Работы очень много. Только вперед якутский боец современного панкратиона Борис Федоров вернулся с победой из Хабаровска. Якутянин без проблем разобрался с соперником из Китая. Мы спросили Федорова о желании поквитаться за единственное поражение в карьере. Как борцы просто превосходны. Ой, молодец! Главное новогоднее желание – жить. Тяжело больная Екатерина Рыбалкина из Якутска на грани. Ей не хватает денег на борьбу с онкологией. Врачи дают девушке всего полгода. Как якутяне откликнулись на призыв о помощи. Сейчас я лежу в больнице, и мне предстоит пройти химиотерапию. Она мне будет в первый раз, и, к сожалению, я не знаю, как она будет проходить. Три часа 43 минуты. Столько длилось общение президента России с журналистами. За это время Владимир Путин ответил на 66 вопросов. В зале Международного центра торговли перед главой государства были 1702 журналиста. Представители российских изданий, иностранных газет и телеканалов. Задать вопрос президенту в таких условиях – невероятная удача. Шанс 1 из 32. Проще поступить на бюджетное место в МГУ. Однако представителям Якутии удалось спросить Путина об одной из главных проблем не только республики, но и всего Дальнего Востока – строительстве моста через реку Лену. Наш специальный корреспондент Максим Кардозу в подробностях о пресс-конференции, эмоциях участников и вопросах, которые нужно формулировать более конкретно. Уже привычная картинка. Еще до начала встречи пресс-секретарь президента заявлял, никаких инноваций ждать не стоит. Диалог с журналистами пройдет в обычном формате. И действительно, представители СМИ традиционно радовали креативными плакатами и яркими костюмами. Ты когда пришел вопрос, делать ли какой-то плакат, рисовать, как на себя обратить внимание, то я про него вспомнила, думаю, так, ну отличная же штука. И рисовать ничего не надо, вот он блестящий, красивый, только поистереть. А глава государства развернуто и по существу отвечал на все вопросы. Вначале затронули сферу экономики, санкций и импортозамещения. Да, негативные влияния есть, но посмотрите, есть и плюсы от этих вот санкционных дел. В чем они заключаются? Это заставило нас включить мозги по очень многим направлениям. И, кстати, западные эксперты это тоже признают. У нас доля отечественного транспортного машиностроения на 2017 году составила 98%. Значит, в автомобилестроении 85%. И по некоторым другим направлениям тоже по ключевым, тоже где-то в районе 80%. Сотни поднятых рук над залом. Каждый из присутствующих журналистов приехал в Москву с одной целью – задать президенту свой наболевший вопрос. Это конференц-зал, где и проходила встреча с президентом. Посмотрите, он действительно огромный, вмещает до 1500 человек. И в этой толпе журналистов, конечно же, очень просто затеряться. На что только не идут люди, чтобы обратить на себя внимание. Это и яркие костюмы, и крики, таблички. Ну а нашим коллегам из Якутии ничего не понадобилось, даже кокошник на голове, для того, чтобы напрямую пообщаться с президентом. Это Александр Ильин, журналист газеты «Якутия». Удача в этот день ему точно улыбнулась, и он смог задать вопрос президенту о нашей республике, про мост через Лену. Вопрос такой. Крымский мост стал символом возвращения Крыма на родину. Мост через реку Лену может стать символом освоения азиатской части территории Российской Федерации. Хотелось бы задать вопрос, стоит ли нам ждать этот мост? Если да, то когда? Потому что якутянам он очень нужен.
Вопрос очень значимый. Правда, стоит отметить, что постоянная переправа через Лену – это важно не только для якутян. Мост соединит весь Дальний Восток, Забайкалье, даст возможность выхода к северным морским путям, Тихому океану. И про такую значимость проекта говорят не первый год. Это, кстати, подчеркнул и президент. Надо посмотреть, он упрется просто в город и все. Или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки Лены, развитие экономики, инфраструктуры, выход на какие-то месторождения. Вот что надо решить. Надо решить, надо сопоставить расходы и конечный результат для экономики региона в целом. Вот если коллеги между собой на уровне Минтранса, Минэкономики договорятся, то мы, конечно, этот проект реализуем. Еще один важный вопрос для нашей республики – это отключение аналогового вещания в стране с 2019 года. Владимир Путин заявил, что в курсе проблемы и переход на цифру должен быть плавным. Была идея переходить резко, не буду скрывать. Быстрыми темпами в течение полугода. Я сказал, нет, мы так не можем поступить. Мы должны действовать очень аккуратно, внимательно следить, что будет происходить на территории. И, безусловно, обеспечить интересы людей, которые не могут себе позволить даже за небольшие деньги, за личные купить эти приставки. Будем смотреть по тому, как проходят эти практики на отдельных территориях. Это, конечно, хорошо, но конкретного вопроса про то, что же делать региональным компаниям, которые не попали в список цифровых каналов, так и не прозвучало. А ведь многие регионы могут остаться без своего телевидения и передач на родном языке. Еще одна важная тема – это свалки. Президент заявил, что в ближайшие годы в стране должны появиться 200 мусороперерабатывающих заводов. Ведь сейчас многие просто сбрасывают отходы на открытых площадках, образуя огромные мусорные полигоны. Нужно ликвидировать незаконные свалки. Это первое, что нужно сделать. И второе, что нужно сделать, это выстроить целую индустрию переработки. Государство, прежде всего в лице регионов, а затем муниципалитетов, должны создать условия для этого раздельного сбора мусора и последующей утилизации. Во время пресс-конференции поднимались вопросы здравоохранения, пенсий, нацпроектов, отношений с Западом. Спрашивали и про Крым, Донбасс, и даже про личную жизнь президента. Вопрос о вашем здоровье. Как вы себя чувствуете, как у вас дела? Не дождетесь. Просто все интересуются только своими вопросами, и никто не интересуется, как вы, в общем-то, Нужна ли вам помощь в каких-то вопросах, например? Такую непринужденную и живую атмосферу по полной прочувствовали многие присутствующие. Президент был раскрепощен, общался очень свободно. И журналисты, надо сказать, что чувствовали себя также, в общем-то, очень свободно и спокойно. И поэтому вопросы были от государственных до простых житейских. Разговор по душам понравился многим. Причем ближе к завершению журналисты начали такую активность, что казалось, они решили не отпускать президента как минимум еще пару часов. Рекорд не получилось. Конечно, пресс-конференция длилась почти 4 часа, но до результатов десятилетней давности, когда встреча длилась 4,5, не дотянула. Зато в зале кипели настоящие страсти. Посмотрите, они кипят до сих пор. Пресс-конференция закончилась, но журналисты не спешат расходиться. И действительно, каждый хотел задать свой вопрос. И даже президент в какой-то момент сказал: перестаньте, ребята. Уважаемые, послушайте меня. Но журналисты требовали продолжения банкета. Некоторые так волновались, что не могли даже грамотно сформулировать свои вопросы, которые превращались в бессвязные монологи. Обманутые дольщики, которые второй раз также были вами оповещены, также, то есть дома недостроены. Как всегда, на кадастровый учет леса не поставлены до сих пор. Хорошо. Все, переходим. Что только не пытался вставить в свой вопрос представитель Владивостока. Таким поведением молодых коллег была возмущена ветеран газеты «Сельская жизнь» Ольга Иванова. Было жалко ребят, которые терялись, так сказать, выстраивая свои мысли и
по полчаса формулирующие свои вопросы. Во время встречи президент старался вникнуть в каждую проблему. Звучали вопросы не только общероссийского масштаба. В Петербурге, например, Владимир Путин пообещал помочь построить спортивный центр для детей из малообеспеченных семей, а также разобраться с недобросовестными застройщиками. Обязательно получит поддержку и больной мальчик из Иркутска, и дагестанские правозащитники. Ну а мы будем ждать следующую пресс-конференцию, чтобы уж наверняка задать и наш вопрос президенту. Максим Кардозу, Михаил Кулаков, Якутия. День за днем. Саму пресс-конференцию еще долго будут обсуждать эксперты. Например, политолога Дмитрия Гусева впечатлило, что очень много вопросов, связанных с тем, как обстоят дела внутри России. Даже когда звучали вопросы международные, то все равно проводились параллели с тем, как обстоят дела в нашей стране. А эксперта Института гуманитарно-политических исследований Владимира Слатинова удивило совсем другое. Цитата: «Пресс-конференция нынешняя меня зацепила, потому что были очень жесткие вопросы». Преобладание внутренней повестки – это тоже очень важно. Я, честно говоря, готовился к лекции о международном положении. Позиция Путина понятна, да, она мало чем меняется, но появляются новые вопросы, на которые он дает ответы. У журналистов было много вручную заготовленных табличек. Они активно выражали желание задать вопрос. Так что президенту пришлось даже сравнить пресс-конференцию с несанкционированным митингом. Но это как бы тенденция времени. Время зарегулированных пресс-конференций уже давно прошло. В основные 3 блока вопросов, которые бросились в глаза, это вопросы, связанные с ростом международной напряженности, с возрождением опасности ядерной войны, вопросы, связанные с внутренней политикой и экономическим развитием, а также традиционные вопросы по ситуации с Украиной в связи с ее попыткой провокации в Керченском проливе. У всех таких конференций есть всегда много условностей, в том числе по остроте вопросов и содержанию ответов. Журналисты всегда спрашивают о 2 вещах – о наболевшем у себя или о каких-то мейнстримных темах. Что касается массовых вопросов на экономические темы, то он на них ответил настолько, насколько это вообще предполагает жанр подобной пресс-конференции. Президент справился со временем и вопросами, но ответы на вопросы в рамках такой пресс-конференции всегда будут краткими, как и, собственно, сами вопросы. А потом у Владимира Путина было интервью. После пресс-конференции он встретился с 17-летней Региной Парпиевой из Нижегородской области. У девушки редкое заболевание аптикомиелит-девика. В 8 лет она полностью ослепла. Однако жизнь Регины наполнена красками. Она успела прыгнуть с парашютом и победить в первенстве России по плаванию. Регина хочет стать журналистом, и Путин исполнил ее давнюю мечту в рамках проекта «Мечтай со мной». Его цель – исполнять желания тяжело больных детей. Давайте я вам задам вопрос попроще. Давай. Да. Каждый человек в душе меломан. А вы какую музыку предпочитаете? Рэп, классику или хэви-метал? Ну, хэви-метал это для меня очень сложно для восприятия, это тяжеловато. Хотя и любая музыка, она всегда приятна, если она талантливая. Она всегда должна порождать какие-то положительные эмоции. Вот мне нравится и современная музыка, но очень нравится и так называемая популярная классическая музыка. А у вас есть желание, которое бы вы загадали под бой курантов? Есть, но это же желание тайное, но тебе могу сказать. А мое желание простое, чтобы все желания исполнялись. Хорошо. Тогда все желания исполнятся и будет весело в новом году. Я хотела вам подарить небольшой подарок. Спасибо. Вам. Спасибо. Ой. Спасибо большое. Красиво. Спасибо. У меня тоже есть для тебя подарки. Поскольку ты тоже любишь музыку, если возможность будет тебе сходить и послушать музыку, ну и в ежедневном режиме воспользоваться этой техникой, которая там есть. Хорошо? Да, спасибо большое. Я желаю тебе самого с Новым годом. И вас с Новым годом. Можно я вас утром? Конечно. Вы очень красивый. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо тебе большое. Вы очень хороший. Сейчас короткая реклама, через 2 минуты мы вернемся и вот о чем расскажем далее. Послание каждому жителю Якутии. Глава региона Айсен Николаев определил цели на ближайший год. Нужно развивать сельское хозяйство, промышленность, образование, при этом без споров и конфликтов.
Избирательная история завершилась. В Приморье смогли с 3-го раза выбрать губернатора. Им стал Олег Кожемяка, до этого руководивший 3 дальневосточными регионами. Главное новогоднее желание – жить. Тяжелобольная Екатерина Рыбалкина из Якутска на грани. Ей не хватает денег на борьбу с онкологией. Врачи дают девушке всего полгода. Это Якутия день за днем, подводим итоги недели. Надо сообща принимать решения, от которых зависит улучшение качества жизни якутян, уверен глава республики Айсен Николаев. Он впервые в статусе руководителя региона выступил с ежегодным посланием. Николаев считает, якутяне обязаны проложить кратчайший маршрут от занимаемых позиций в развитии Дальнего Востока до передовых в масштабах России. Сегодня республика лидирует по многим социально-экономическим показателям в Дальневосточном федеральном округе. У республики неисчислимый потенциал. Главный посыл выступления главы Якутии – только объединившись, мы способны ответить на самые серьезные вызовы. Марьяна Кутукова прочитала весь текст послания и спросила у экспертов, а что они думают о дальнейшей судьбе Якутии. Счастье и благополучие, повышение качества жизни якутян – приоритеты стратегии развития республики. Главная цель, по словам главы региона, это создание условий для самореализации человека. Первостепенная задача – преодоление бедности, устойчивый рост реальных доходов якутян. Со дня вступления в должность главы республики я подписал 5 стратегических указов, направленных на реализацию моей предвыборной программы «Якутия вперед». В указах поставлены задачи развития республики до 2024 года, определены целевые показатели и действия их достижения. Основой при разработке стратегии должен стать майский указ президента России. Якутии нужно активно включаться в национальные проекты. Сегодня уже достигнуты первые результаты, заметил Николаев. В ближайшие 3 года республика получит 35,5 миллиардов рублей из федерального бюджета на реализацию нацпроектов. Кроме этого, Якутия должна не только осваивать бюджетные средства, но и привлекать инвестиции через государственно-частное партнерство и концессионные соглашения. Задача до 2024 года привлечь в экономику республики 500 миллиардов рублей. Движение уже есть. Так, буквально из небытия самых далеких полок нам удалось вернуть на обсуждение проект строительства автомобильного моста через Лену. Это говорит о резко возросшем интересе к Ленскому мосту на всех уровнях, подтверждает абсолютную реальность его строительства в ближайшие годы. В программе государственно-частного партнерства готовы подключиться и крупные предприятия республики. В частности, компания «Железные дороги Якутии» предложила сотрудничать в программе по переселению из ветхого жилфонда. На сегодняшний день в Алданском районе есть 2 поселка, Солнечное и Синегорье, где живут практически 40% наших сотрудников железных дорог Якутии. И, безусловно, компания заинтересована, что в ближайшее время эти сотрудники, наши сотрудники, получили это не бамовское жилье, которое, так сказать, уже там 1000 лет, ему, извините за каламбур, но получили хорошее жилье, сегодня переселились. Конечно, мы готовы на 3-летнюю, 5-летнюю программу. В привлечении инвестиций поможет и новое Министерство по развитию Арктики. Его создание Айсен Николаев анонсировал во время ежегодного послания. Развить эти территории смогут новые проекты, инвестиционные проекты. И чтобы реализовать эти инвестиционные проекты, я совершенно согласен с предположением, что это можно сделать только если там можно будет сделать ТОР. То есть новый министр, я считаю, что его задача номер 1 не отдать рыбакам рыбу, а научить рыбаков рыбачить. Арктика – будущее Якутии, но сегодня это общая боль, считает глава республики. Крайний север становится безлюдным. За последние 8 лет население арктических районов сократилось на 8%. На треть стало меньше оленеводов. Уровень поголовья снизился на 1/4. Развитие Арктики требует комплексного подхода. Экономический рост северных улусов республики связан сегодня с формированием северо-якутской опорной зоны развития арктической зоны России. Упор будет сделан на развитие транспортной инфраструктуры вокруг Северного морского пути. Это реконструкция портов, создание высокотехнологической
высокотехнологичной Жатайской судоверфи, строительство которой начнется в 2019 году. В рамках национальных проектов начнется масштабная реконструкция северных аэропортов. Развитие транспортной системы даст толчок промышленному развитию Арктики, освоению недровых запасов мирового масштаба. Промышленность, по словам Николаева, это ядро экономики. Сегодня газовое, золото и алмазодобывающие отрасли набирают новые обороты. Главное, Якутии удалось избежать пропасти. Неэффективное использование бюджетных средств чуть не привело республику к финансовой катастрофе. Избежать кризиса помогла Алроса. Компания в результате изменения дивидендной политики направила бюджет республики дивидендов на 9,5 миллиардов рублей, больше, чем планировалось. Во многом благодаря этому нам удалось закрыть бюджетную дыру, выполнить социальные обязательства, обеспечить заработную плату работникам бюджетной сферы, снять напряженность по платежам предприятиям ЖКХ и энергетики. 2 миллиарда 771 миллион рублей дополнительных дивидендов от Алроса получили также улусы Алмазной провинции. При реализации стратегических задач руководители республики будут нести персональную ответственность. Важна и сопричастность людей, а также единство общества, считает глава Якутии. Поэтому 2019 он объявил годом консолидации в республике. Когда общество разъединено, когда оно не имеет единых консолидирующих целей, ему гораздо труднее двигаться вперед. И даже те же огромные средства, которые направляются в те или иные отрасли, они не приносят эффекта. В случае же консолидации, в случае решения обществом общих задач, это все достигается гораздо быстрее. Вот пример города Якутска последние годы как раз об этом говорит, когда, в принципе, имея намного меньше средств, чем будет иметь нынешняя городская администрация, мы достигли очень хороших результатов, лучших в республике и одни из лучших в России. Именно разобщенность политических сил и общественных движений многие годы не позволяла решить важные проблемы Якутии. Настало время перемен и достижения амбициозных целей. Единство поможет занять лидирующие позиции в экономике и социальной жизни не только на Дальнем Востоке, но и в России. Марьяна Кутукова, Григорий Охлопков, Павел Пахомов, Якутия. День за днем. Направлений, отраженных в послании, десятки. Цифровизация, финансы, транспортная инфраструктура. Естественно, пункты документа превратятся в конкретные указания. Не только депутатам республиканского парламента, но и правительству Якутии. Мы собрали мнение 3 членов Кабинета министров региона. Абсолютно разные сферы, которые, тем не менее, имеют огромное значение. Сельское хозяйство, экономика и образование. Основной упор будет сделан на увеличение обеспеченности продукции местного производства. Это и молоко, и молочные продукты, и картофель, овощи, мясо. И возможно, если при необходимости потребуются дополнительные средства, они будут выделяться. И подходы должны меняться в управлении сельским хозяйством. Должна повышаться, конечно же, в первую очередь эффективность использования тех средств, которые вкладываются. Повышение эффективности, оно, конечно же, связано и с продуктивностью. Это и повышение продуктивности продукции растениеводства и повышение продуктивности продукции животноводства. И вот на это большой упор и будет сделан в дальнейшей работе по развитию сельского хозяйства. Очень важный такой критерий, и который, значит, очень чувствителен для населения, это уровень бедности населения, который у нас в республике очень такой выше, чем в среднем по Российской Федерации. По Российской Федерации 13%, у нас 19,7%, да, по оценке на текущий год. И вот задача стоит сократить в 2 раза, да, там 10% уровень бедности к 2024 году. Что нужно сделать, чтобы этот уровень бедности сократить? Вот Арсений Сергеевич в своем послании поставил задачу, да, нужно принять комплексный план снижения уровня бедности. Почему комплексный? Потому что здесь задействованы практически все отрасли. Да? Это нужно обеспечивать занятость местного населения в производственном секторе, да, там, где заработная плата выше, допустим. С другой стороны, нужно обеспечивать занятость именно в сельском хозяйстве. И третий сектор – это бюджетный сектор. У нас в республике поставлена задача попасть в 15 лучших субъектов. И, конечно, здесь надо вести работу по всем фронтам. Это касается не только лучших школ, которые попадают в топ-100, топ-200, 500 и так далее, да, но и работа со всеми, то есть со всеми нашими 652 школами, и не только школами, потому что у нас задача стоит попасть в 15 лучших не только по общему образованию, но и в целом, да, то есть это и дошкольное образование, это и среднее профессиональное образование, высшее образование. Вот. И, скажем, в области дошкольного образования, я думаю, что
Якутия выглядит достаточно достойно. Значит, у нас реализуется много интересных проектов, в том числе на развитие разных видов одаренности. Это и музыка для всех, рисуем все, шахматы детям, одаренный ребенок, ну и много разных других. В области среднего профессионального образования мы тоже достаточно неплохо выглядим на уровне субъектов Российской Федерации. Ну, достаточно сказать, что мы уже попали в 15 лучших по результатам WorldSkills национального чемпионата, который вот проходил у нас недавно на Сахалине. Вот. Наши учреждения регулярно попадают в топ-100 учреждений среднего профессионального образования по России. Вот буквально недавно Мирнинский региональный технический колледж попал уже в 100 лучших учреждений среднего профессионального образования. Эксперты за пределами Дома правительства и Государственного собрания едины в одном. В послании прописаны конкретные цели и задачи. Например, кандидат биологических наук Прасковья Гоголева отметила, что глава Якутии в выступлении выделил борьбу с мусором. Она уверена, особое внимание необходимо уделить сортировке отходов. Нужно, чтобы во всем была жесткая дисциплина, и только тогда мы можем продвинуться и добиться каких-то результатов в этом непростом деле. Или Иван Охлопков, член Общественного совета Госкомитета по делам Арктики, отметил, что в послании огромный пласт посвящен развитию арктических регионов. Цитата: «Говоря об обеспечении развития транспортной доступности вокруг возрождения Северного морского пути, нельзя забывать о включении в транспортную инфраструктуру развития автозимников, автодорог круглогодичного действия с замыканием к железнодорожному транспорту». Якутия, являясь крупнейшим регионом России, имеет самую протяженную береговую линию в Арктике. И, естественно, развитию этого региона глава республики уделяет большое внимание. Арктика и крайний север имеют ключевое значение для развития России. В этом регионе формируется значительная часть бюджетных доходов страны. В своем выступлении Айсен Николаев правильно отметил, что нужно решить проблему с отходами. Мусорный вопрос в нашей республике назрел уже давно, и сейчас настало время взяться за эту работу с удвоенной силой. Не стоит забывать, что только общими усилиями мы сможем сделать нашу республику чистой и экологически благополучной. Консолидация – это основополагающий фактор развития, поскольку раздробленное общество не в силах повысить качество жизни людей и решить те стратегические задачи по реализации Майского указа президента России и тех целей, которые поставлены в стратегических указах главы Якутии. Нужно забыть все внутренние разногласия и работать единой командой над решением общих проблем жителей Якутии. Сейчас короткая реклама. Вот о чем расскажем ровно через 2 минуты. Избирательная история завершилась. В Приморье смогли с 3-го раза выбрать губернатора. Им стал Олег Кожемяка, до этого руководивший 3 дальневосточными регионами. Только вперед! Якутский боец современного панкратиона Борис Федоров вернулся с победой из Хабаровска. Якутянин без проблем разобрался с соперником из Китая. Мы спросили Федорова о желании поквитаться за единственное поражение в карьере. Главное новогоднее желание – жить. Тяжело больная Екатерина Рыбалкина из Якутска на грани. Ей не хватает денег на борьбу с онкологией. Врачи дают девушке всего полгода. Как якутяне откликнулись на призыв о помощи. Вы смотрите «Якутия. День за днем», подводим итоги недели. В Приморье завершилась избирательная эпопея длиной в 4 месяца. Родина известного актера Леонида Ермольника смогла выбрать губернатора с 3-го раза. Небольшая предыстория. 9 сентября в единый день голосования избрать руководителя в первом туре не смогли. Во второй, который прошел уже 16 сентября, вышли временно исполняющие обязанности губернатора Андрей Тарасенко и кандидат от коммунистов Андрей Ищенко. Сперва лидировал Ищенко, но в последний момент вперед вырвался Тарасенко. Кандидаты начали обвинять друг друга в подтасовках и нарушениях. Затем Центральная избирательная комиссия России отменила результат второго тура. История приняла неожиданный поворот. Тарасенко ушел с поста в РИО, на его место пришел универсальный губернатор Олег Кожемяка. Он сам попросил Владимира Путина о назначении. Он же и пошел на выборы.
Повторное голосование состоялось 16 декабря. В этот раз без сюрпризов. Олег Кожемяка победил в первом туре. Результат 61% голосов избирателей. Работать и еще раз работать. Работы очень много, и, безусловно, нужно сейчас все те и пожелания, наказы, те проблемы, которые звучали, систематизировать, сделать так, чтобы они входили уже в программу развития края, программу развития каждого муниципального образования, сочетались с возможностями федерального бюджета, с помощью, та, которая будет идти через полномочного представителя, через федеральное министерство, с тем, чтобы действительно мы каждый год видели качественное улучшение жизни приморцев, с тем, чтобы менялся и наш город Владивосток как столица Дальнего Востока, и менялись и в лучшую сторону и другие города и поселки. Сегодня люди в этом нуждаются, так же, как и нуждаются в улучшении социального положения в различных сферах и здравоохранения, в образовании, в культуре и в спорте. И, безусловно, это вопросы жилищного строительства, которые здесь недостаточно развиты. Это дороги и мосты, благоустройство городов и поселков. Вся та работа, которая сопровождает работу губернатора, работу органов исполнительной власти во взаимодействии с федеральным центром, взаимодействии с муниципальными образованиями, опираясь на мнение людей. Один в поле не воин. Уверен в том, что в Приморье достаточно талантливых, компетентных, честных людей, которые могут составить команду управления неравнодушную, потому что надо набрать именно тех людей, которые знают проблемы, которые готовы их решать. Но дело в том, что мы с ним будем немножко конкурировать на этом поприще, потому что я только что поставил задачу полпредству переехать в течение года во Владивосток, и мы тоже будем набирать народ. А почему Олег Кожемяка – это универсальный губернатор? Да все просто. За последние 13 лет он был руководителем 3 дальневосточных регионов – Корякского автономного округа, Амурской области и Сахалинской области. Олег Николаевич Кожемяка родился 17 марта 1962 года в селе Черниговка Черниговского района Приморского края. 1982 год Кожемяка окончил Хабаровский монтажный техникум. 1992 получил образование в Дальневосточном коммерческом институте. 1987 год Кожемяка основал кооператив «Галатея» по выращиванию и продаже цветов. 1989 создал кооператив «Приморский», позже ставший производственно-пищевым объединением «Приморское». С 2009 года Кожемяка являлся совладельцем завода по выпуску ликероводочной продукции «Арго-1». 2001 год Кожемяка избран в Законодательное собрание Приморского края. 2002-2004 год был представителем Приморского законодательного собрания в Совете Федерации. 2004 год на выборах губернатора Камчатской области Кожемяка занял 3-е место. 2005 назначен губернатором Корякского автономного округа. 2007 год сложил полномочия в связи с объединением Коряки и Камчатки. 2008-2015 годы губернатор Амурской области. 2015 год назначен временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. В том же году победил на выборах главы региона. 2018 год назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. В том же году победил в выборах руководителя региона. Олег Кожемяка – единственный за всю историю России губернатор, побывавший главой 4 субъектов России. Орден за заслуги перед Отечеством 3-й степени за большой вклад в социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу. Орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени за большой вклад в социально-экономическое развитие автономного округа. Почетная грамота президента России за активное участие в подготовке и проведении заседаний Государственного совета Российской Федерации. Орден почета за значительный личный вклад в развитие всестороннего сотрудничества между Россией и Белоруссией. Почему в Приморье пришлось проводить выборы губернатора 3 раза и отразится ли результат Кожемяка на его дальнейшей работе? Об этом поговорим с политологом Арсением Беленьким. Он на связи с нашей студией. Арсений, здравствуйте. На ваш взгляд, почему в Приморье сложилась такая сложная
политическая ситуация? Смотрите, там, наверное, основных сложилось несколько факторов. Один из важных факторов – это то, что в Приморье были реализованы крупные федеральные проекты, но реальные жители, приморцы, они на себе не ощутили больших от этого плюсов. Да? То есть если вас там возводит университет, это волшебно, но в каком-то районе, не в каждом поселении это положительно сказалось. Соответственно, это первый фактор. Второй – это то, что действительно Приморье одно из самых протестных территорий. На выборах президента, там, по-моему, порядка 40% набрал президент. Третий важный фактор – это та кампания, которую вел сам Тарасенко, в отличие от Кожемяка. Тарасенко, походу, рассчитывал, насколько выборы, недостаточно уделил внимания общению с гражданами, недостаточно уделил внимания тем вопросам, которые их реально волнуют ежедневно. И приморцы, в принципе, так сложилось за последние десятилетия, в принципе, Дальний Восток, довольно самостоятельно себя люди чувствуют. Они чувствуют себя менее зависимыми и от Москвы, и от федеральной власти. И они более склонны к тому, чтобы критически относиться, да, к тем обещаниям, которые им дают. Поэтому это, наверное, очень важный фактор. И, на мой взгляд, также важным оказалась довольно активная кампания Ищенко. На мой взгляд, например, тот же Андрейченко вел кампанию чуть-чуть менее активно, чем Ищенко. Ищенко довольно неплохую кампанию провел. Не шикарную, но довольно неплохую. А почему же Олегу Кожемяка, который уже был губернатором 3 регионов, удалось переломить ситуацию? Никаких протестов, и при этом победа в первом туре. Ну, мне кажется, это стоило титанических усилий. Это стоило... Там Кожемяка очень активно вошел в кампанию, максимально мобилизовался. Ну, в принципе, мне кажется, это ему по характеру, да? Он человек такой деятельный. И, засучив рукава, просто отпахал эти месяцы. Я думаю, он спал буквально несколько часов в день. И вот благодаря вот этим невероятным усилиям жители чуть-чуть в это поверили, увидели то, что губернатор будет привлекать деньги не только на мегапроекты, но и для обычных жителей. И дали ему вотом доверия на то, чтобы он возглавил Приморский край. А как Кожемяка, наработанную за пару месяцев поддержку избирателей, а мы говорим о цифре в 60%, не растерять за годы в качестве губернатора? Я думаю, то, что так высоко поднята планка, то, что ему опять не получится расслабиться. Обычно, если у нас кандидат набирает 60% и более, он получает некий мандат на дальнейшую работу и уже в размеренном режиме приступает к выполнению обязанностей. Тут Кожемяка придется опять продолжить активную работу, продолжать искать ресурсы для края и неустанно заниматься проблемами региона. И я думаю, еще очень важным будет то, как он сформирует команду. Приморцы довольно критично относятся к иноземцам. Да, ему нужно будет опираться в первую очередь на кадры в Приморском крае, но, наверное, каких-то специалистов из Москвы, из других регионов он привлечет, даже усилить свою команду и реализовать те обещания и те проекты, которые он анонсировал. И все-таки у Кожемяка уже сложился образ, как было сказано не раз, универсального губернатора. Не повлияет ли это на отношение приморцев к нему? Зачем мы тебе? Ведь через пару лет ты можешь уйти в другой регион. Ну, тогда следующий кандидат, который придет за ним, у него никаких шансов не будет. Тогда, наверное, произойдет окончательное разочарование приморцев. Я думаю, что не Кожемяка, он человек такой дело, и, мне кажется, честь на такой пойти не сможет. И не сможет покинуть Приморский край. Сейчас это ответственнейший фронт работы. Приморский край, он важен не для самих приморцев, но и он важен для Российской Федерации. Это один из рубежей нашей страны, который в том числе нужно охранять, защищать, в том числе развивать. Там большая развитая экономика,
там куча задач стоящих, есть чем заниматься, и так просто это хозяйство бросить невозможно. Такой вариант развития событий я не верю. И последний вопрос. Сможет ли Олег Кожемяк избавить Приморский край от ярлыка одного из самых протестных регионов России? Ну, время покажет. Я думаю, что независимость приморцев из их крови уже никогда не уйдет. Они всегда будут довольно критически относиться и к власти, и к обещаниям. Люди довольно самодостаточные, закаленные, не в простых условиях. Им было крайне тяжело в 90-е, и, в принципе, в жизни Приморья заставляет крутиться. Может быть, он сможет склонить людей к более благосклонному отношению к власти, но точно вот это критическое отношение из приморцев, я думаю, уже никогда не уйдет. Всегда будет некий вызов для власти. Арсений, спасибо. На связи со студией был политолог Арсений Беленький. Говорили о прошедших выборах в Приморье и протестном настроении региона. И сейчас короткая реклама. Вот о чем расскажем ровно через 2 минуты. Только вперед! Якутский поэт современного панкратиона Борис Федоров вернулся с победой из Хабаровска. Якутянин без проблем разобрался с соперником из Китая. Мы спросили Федорова о желании поквитаться за единственное поражение в карьере. Главное новогоднее желание – жить. Тяжелобольная Екатерина Рыбалкина из Якутска на грани. Ей не хватает денег на борьбу с онкологией. Врачи дают девушке всего полгода. Как якутяне откликнулись на призыв о помощи. В эфире «Якутия. День за днем». Говорим о главном. Якутский представитель современного панкратиона Борис Федоров нокаутировал китайского спортсмена с трудновыговариваемым именем Асикербай Джинисибайк. Наш боец без особых проблем расправился с соперником на глазах у хабаровских фанатов. Там прошел турнир. Для Федорова, который уже идет на серии из нескольких побед, это был важный поединок. Теперь он может претендовать на пояс организации МФП. Наш корреспондент Ольга Башук пообщалась с якутянином и выяснила, Федорову важен не только титул. – 2003 год. На борцовском ковре не сразу узнаешь известного сегодня бойца Бориса Федорова. Парень с детства увлекается спортом. В 10 лет пришел в секцию вольной борьбы. Вторым домом для якутянина стала ДЮСШ номер 3. А всем тонкостям олимпийского вида обучил Иннокентий Кочкин. В 2013-м на волне популярности смешанных единоборств Борис решил перейти в ММА. На такое решение повлияло знакомство с трехкратным чемпионом мира по тайскому боксу, известным бойцом Дмитрием Ушкановым. Уже 3 года Федоров выступает за команду Саха-Рестлинг ММА. Борис к нам пришел как бы уже состоявшимся бойцом, так что я не могу сказать, что он пришел новичком, там чего-то не умел, чего-то умел. С юного возраста Борис смотрел бои легендарного Федора Емельяненко по телевизору. О том, что окажется по ту сторону экрана, никогда не думал. Все изначально для себя, просто для души. Так получилось, так сложилось, что я стал. Прародитель ММА панкратион. Он даже был на первых Олимпийских играх. Борис Федоров выступает по современному панкратиону. Это гремучая смесь из ударной техники, борьбы и бразильского джиу-джитсу. Чтобы стать лучшим, нужно развиваться в каждом направлении. Якутянин 5-й год подряд ездит на тренировочные сборы в Таиланд, родину тайского бокса. Там международный коллектив, тренера американцы, спарринг-партнеры разные со всего мира. Борис Федоров не только успешный боец, прежде всего примерный семьянин и отец 2 детей. Когда у тебя семья, дети, это, мне кажется, больше дает тебе мотивации, да? Как-то веру в себя. Борис уверен, спорт – это дело добровольное. Старшая дочь уже занимается художественной гимнастикой. Младший сын проявляет интерес к вольной борьбе. В 5 лет уже знает пару приемов. У нас хорошая школа в Республике вольной борьбы. Пусть борется, и потом все равно в жизни, в любом случае,
пригодится ему вот это. В начале декабря в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошел международный турнир по панкратиону. Борис Федоров был среди участников. Соперником якутского бойца стал китайский спортсмен Асикербай Дженесибайк. Изначально якутянин настраивался на бой с другими бойцами, но даже несмотря на замены, Федоров справился с задачей. Борцы просто превосходны. 4 минуты понадобилось Борису Федорову, чтобы расправиться с соперником. Зрелищный нокаут – лучшая награда для зрителей. Тренер нашего бойца доволен выступлением. Подчеркивает, именно вольная борьба помогла Борису добиться такого успеха в панкратионе. 100% уверен, почему-то на этот бой, то что Боря выиграет где-то в начале второго раунда или в начале третьего раунда. Международный турнир по панкратиону принес якутянину Борису Федорову уверенную победу. Борис показал нам свою завершающую комбинацию. Право снизу, левый сбоку. И добиваем. В профессиональной карьере бойца лишь одно поражение. Год назад на Кубке Элдархана Борис уступил хабаровчанину Евгению Рязанову. Я, наверное, не выдержал груз ответственности. Было психологически тяжело, так как я дрался у себя на родине. Там присутствовали все родные, близкие. Это поражение, думаю, мне пошло на пользу. На следующий год у спортсмена большие планы, которые связаны с Федерацией современного панкратиона. Я хочу бой за пояс в этой организации, где я дерусь. А потом уже посмотрим, будем как-то дальше двигаться. Сегодня титулом чемпиона организации МФП владеет тот самый Евгений Рязанов. Недавняя победа на международном турнире в Хабаровске дает якутскому спортсмену право побороться за пояс в мае следующего года. Федоров уверен, реванш пройдет уже совсем по другому сценарию. Ольга Башук, Григорий Охлопков, Семен Семенов. Якутия день за днем. Мастера кулачного боя встретились и в Ленске. Город впервые за долгие годы принял республиканское первенство по боксу. 66 спортсменов из 13 районов Якутии собрались в комплексе «Олимп». Участники – парни и девушки 16 и 17 лет. Анна Кожевникова 3 дня следила за выступлениями нового поколения боксеров и собрала только лучшие моменты. Самые зрелищные бои ждали зрителей на первенстве Республики Саха-Якутия по боксу имени Артура Кравченко в финальной части. В финал дошли 24 борца, из них 4 девушки. Это сильнейшие сильнейших. Сейчас за моей спиной идет бой весовой категории 60 килограммов в ринге. Илья Костов из Мирного и наш земляк Денис Нихаев. Ленчане в этих финальных боевых схватках показали свое мастерство на высоком уровне. Хорошо отработанная техника, усиленные тренировки перед турниром и, конечно, желание победить помогли ребятам достойно справиться с сильными соперниками. Их не нужно недооценивать. Каждый силен по-своему. У кого-то кто-то техничнее, кто-то физически, кто-то умственно. Серебряным призером соревнований стал ленчанин Эдуард Бехтерев, а золото завоевали Денис Нихаев и Максим Козлов. А соперники у ленчан были сильнейшие. Многие из них воспитанники училищ Олимпийского резерва. Например, Ян Алексеев из Нюрбы. Все время соревнований он показывал красивую технику боя. Отлично боксировали борцы из Усть-Алдана, но тренер ожидал большей отдачи от своих боксеров. Рассчитывал на 3 золота, а получилось 2. Это где-то недоработочкой, наверное, меня. Ну, исправимся. Да и девушки не отставали от парней. Они первыми вышли на ринг. Как оказалось, и юниорки могут обладать стальной хваткой. Сперва волнительнее, конечно. Но когда заходишь в ринг, то чувство волнения исчезает. Конечно, в финальной части можно было увидеть самые яркие поединки, но и в первые дни соревнований зрители ожидали запоминающиеся бои. Любители бокса соревнованиям были рады не менее участников. Ленчан поддерживали их преданные болельщики, которые не пропускали ни одного боя. Да и, как оказалось, в Ленске немало поклонников этого вида спорта. На этих республиканских соревнованиях собрались самые сильнейшие борцы. За их плечами десятки боев и множество побед, как на региональном, так и на всероссийском уровне. Изначально ожидали около 100 боксеров из 15 районов, но приехали 66 спортсменов из 13. Судила соревнования судейская команда во главе с Александром Саморцевым. Он первый в республике защитил категорию Международной ассоциации бокса. Александр Саморцев отметил, что борцы, собравшиеся на ринге Олимпа, достойные конкуренты. Когда первенство республики среди юниоров решили передать Ленску, было, конечно, довольно волнительно для нас. Приехал очень интересный тренерский состав.
Из-за сложной транспортной логистики и больших финансовых затрат собрать боксеров на Ленском ринге раньше не представлялось возможным. Растраты на дорогу и проживание на себя взяла администрация муниципального образования Ленский район. 51 спортсмен приехал в город Ленск абсолютно бесплатно. И также обратно в город Якутск. Также в проживании всех гостей, тренеров, участников в городе Ленске также мы организовали абсолютно на бесплатной основе. Такое крупное спортивное мероприятие в Ленске проходит впервые в истории Новой России постсоветского периода. Я ленский бокс знаю с 70-х годов. Здесь крупнее, чем первенство областного совета ДСО «Спартак». Проведено ничего не было. Победители первенства Якутии войдут в республиканскую команду, попасть в которую – мечта каждого якутского боксера. Далее они будут готовиться к первенству России, чтобы достойно защищать честь республики на таких крупных соревнованиях. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Якутске живет девушка, которая в отваге и стойкости не уступает великим боксерам. Ее зовут Екатерина Рыбалкина, ей всего 20 лет. Казалось бы, все впереди. Вот только у нее осталось 6 месяцев. 6 месяцев, чтобы сохранить жизнь. У Кати чудовищный диагноз, который может подкосить кого угодно. Саркома Юинга – редкое онкологическое заболевание. Злокачественная опухоль распространяется настолько быстро, что без эффективного лечения она может привести к смерти. У Кати еще есть время. Главная проблема – дорогостоящее лечение. Сумма для небогатой семьи неподъемная. На счету каждый день. И в этот Новый год Катя мечтает, чтобы он не стал для нее последним. Это, видите, это все у нее текло, потек сюда, вот боль у нее пошла вниз. В понедельник в Якутии за ее пределами узнали о Екатерине Рыбалкиной, 20-летней девушке, любимой жене и любящей маме. Катя оказалась на грани жизни и смерти. Жуткая болезнь ударила, когда сын Дима только появился на свет. В прошлом месяце отпраздновали его первый день рождения. В это же время врачи смогли поставить окончательный диагноз – саркома Юинга, рак 3-й степени. А все началось с обычного январского утра. Девушка не смогла встать с кровати. Ударила, может, где-нибудь, но хотя нигде не ударялась. 23 числа мне сделали операцию, потом только пришли результаты. Мне мама сказала об этом. Я не поняла сначала, что это. А потом уже, когда сама прочитала это в интернете, тогда уже поняла, что это, да, плохо. После репортажа «Якутии-24» в жизни Екатерины произошли кардинальные изменения. Пришел ответ из клиники Санкт-Петербурга. Положительный. Оперировать и протезировать готовы. Но сначала в Якутске надо пройти курс химиотерапии. Сначала в Минздрав, им потому что отправили в электронном виде все это, то, что вот нужно пройти. Потом быстро пошли в онкологию. Но это, да, это вот благодаря вашему репортажу и действию нашей администрации. Не отказали в операции, абсолютно не отказали. Нужно сделать вот эти действия. Но врач, опять же, там в Питере сказал, что очень много времени потеряно. Очень много. На следующий день после выхода материала в эфир Катю впервые за 9 месяцев положили в больницу. Врачи называют девушку экстренным пациентом. У нас, да, в Якутске не попадешь на химиотерапию. Абсолютно. Потому что до этого спрашивали же, почему нет. Вы отправляетесь куда-то, туда-то. Да, сейчас мы стали экстренными. Перед операцией Кате предстоит пройти ряд других процедур и исследований. Поэтому здесь, в онкологическом диспансере Якутска, девушка пробудет 2 недели. Врачам из центральной клиники необходимы результаты исследований МРТ, компьютерной томографии и пункции из лимфоузлов. На 3-й стадии саркомы Юинга в онкологическом процессе участвуют не только костная ткань, но и мягкие ткани, лимфоузлы, расположенные рядом. Боли появились и в паховой области. Если там обнаружат раковые клетки, то сначала Катю прооперируют в Якутске. Сейчас я лежу в больнице, и мне предстоит пройти химиотерапию. Она мне будет в первый раз, и, к сожалению, я не знаю, как она будет проходить. Предстоит мне пройти 2 химиотерапии. Боюсь, конечно, но надо. Морально я уже настроилась на нее. Сейчас. Ой, мама звонит, смотри-ка. Появилась надежда, говорит Екатерина. За неделю она получила огромное количество добрых слов. Те, кто не может помочь финансово, предлагали передать сыну игрушки и одежду. Маленький Дима больше всех ждет возвращения мамы домой. Сейчас они видятся лишь через экран телефона. Я, конечно, не ожидала, что люди будут скидывать так деньги.
Многие мне пишут выздоравливать скорее, что все будет хорошо. Настрой у меня боевой. Огромная надежда на выздоровление. Дома меня ждут муж и сын. Я очень сильно соскучилась по ним. Хочу выздороветь быстрее и больше сил и внимания уделять сыну. Огромное спасибо всем людям, и низкий поклон, кто оказывал мне помощь и просто за поддержку. Полный курс лечения – 1 200 000 рублей. Силами неравнодушных удалось собрать больше половины суммы – 750 000. Теперь, благодаря поддержке жителей региона, у Кати есть шансы на выздоровление. Самое главное – она в это поверила. До необходимой суммы на операцию не хватает 450 000. Сегодня с такой поддержкой земляков это уже кажется реальным. Реквизиты для помощи вы видите на экранах. Юлия Великодная, Григорий Хлопков, Якутия. День за днем. Таковы итоги недели. Еще больше новостей на сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Наши корреспонденты следят за главными событиями день за днем. До свидания.